Жыве Беларусь! Жыве! Ну, мусіць, першы раз, калі я выступаю тут, былі рэчы, якімі я вельмі задаволены. Ну, першае, вялікі вам дзякуй, што вы ёсць і што наш сцяг ёсць в цэнтры Варшавы. Але ж я вельмі рады, што людзі пабачылі Міколу Статкевіча. І я абсолютно усцешаны тым, што ў Беларусі есть Мікола Статкевич. Я, калі ехал, прочитал артикул на Хартии Виталия Портникова, который написал, хотя с перевагами, конечно, для Киева, там завсёды была крышкападобнасць да расійскага тым, што яны мацней всіх. Але ж ён напісаў там вельмі слушную тэзу, што гэты крок войдзе в гісторыю Европы. Ён сапраўды так войдзе. Паглядзіце, якая была мозаіка перед гэтым. Удар дронами по Польше, краіне НАТО, практычна праверка, як кажуць народе, на вшивасць, якую я не ведаю, як яны прайшлі, мне здаецца, ніяк. Закрыццё межы, якое была абвешчана яшчэ да атакі дронов, і пачатак захад 225. В той же час в Америцы и в Немеччине в публичную простору прорываются забойства двух молодых украинок, беженок. В Америце 23-гадовой Ирины, и про это кажа президент Соединенных Штатов Америки Трамп, что так немагчыма. В Немеччине маці забитой 16-гадовой Ляны публично дзякуют альтернативу для Германии, потому что нават не могли возбудить криминальную справу, как наказать забойцу 16-гадовой дзяўчыны с Украины. В Америце забивают Чарльза Крика, одного из лидеров молоди консервативной. И когда вы поглядите те комментарии, которые есть в нашей прессе, вы побачите, что у нас, у белорусов, возникло такое двухмысление. С одного боку, Дональд Трамп – это вельми добро, потому что отбываются депортации политвязню с Белоруссии в Литву, что называют вызволением. А с другого боку, нават забойство лидера молоди консервативной не выкликает реакцию белорусов, потому что они читают тую прессу, якая финансовалась для просовывания тых нарративов, якія заменили декларацию о правах человека. Ситуация страшная. Я, еще когда не был знакомый с Миколом Статкевичем, робил на радиацию его родную вёску Лядна в Слуцкім районе. Цудовнейшая земля, цудовнейшие люди. Ничего выпадкового нема в тым, что менавіта в тым крае Случчыне, житницы Беларуси, народился белорусский герой. Але я уявляю, колькі людей засталося зараз там. И калі я еще в 90-м году промерял эту вёску на радиацию, там спрэч говорили на нашей мове. И калі не забывайтеся, что калі Микола Статкевич народился, тады народилось в СССР 200 тысяч человек, из якіх больше 90% были белорусами. Летась народилось 57 тысяч, и колькі из их белорусов мы не ведаем. Нацию знішаюць. И нацию знішаюць практично без всяких іншых вариантов. Потому что кто б что ни говорил, коли у вас есть некая самооценка 5,5 годов диаспоры, где люди напинаются, что они какие-то лидеры оппозиции, палец о палец не ударившие Беларусь в оппозиции, которые имеют какие-то планы, которые николи не выконываются. Это допомога, напростовая допомога лукашенковской банде, якая знішает белорусский народ. Потому что за этот информационный шум, за эти все фотографии расплачиваются политвязни. И кожный вот этот стяг, который закидывают на белорусские митинги ЛГБТ, типа у них свобода, это петухи на зоне, это здек над политвязнем. И это не спыняет, потому что платили миллионы долларов. Больше того, падтрымка демократии четко было використано КГБ, бо это гендер. Тому ничего выпадкового, дозвольте мне сказать, в политике, где банда Лукашенко, а Лукашенко сам великий олигарх, у него достатково великих грошей,
где банда Лукашенко штогод, раскрадая каля 10 миллиардов долларов, на таким взровне випадковості нема, але ж є Беларусь. І Статкевич, будучи в абсолютно жорстких умовах, уже десятки годов служить своєму народу і зостался зі своїм народом. Нам всім мусить бути зрозуміло і натурально соромно перед ним. Что б кто перед этим не робил, я не маю иллюзий. Я не верю, что диаспора здольна отстоювати зараз Миколу Статкевича, бо треба отримувати гранти, бо треба там обслуговувати когось, треба бігати. Але ж я вірю в білоруський народ. І цей крок дозволяє білоруському народу максимально вижити. Тому що не буде ніяких перемов там діаспори з бандою. Буде інше, всі рихтуються до війни. І там уже є альтернатива для банди. Бо білоруси, коли не подимуться, вони можуть зрозуміти, що їх просто знищать. Дякую Богу, що Білорусь здольна ще наражати героїв. Вельми кепсько, що і сьогодні когось в Білорусі арештують і кинуть за крати і будуть катувати. А ж народ моцний. И он пережил террор и репрессии 20-го століття. И он мусить, и он обовязан, и он может пережить и лукашистскую банду. Бо это Беларусь, и это белорусский народ. Я верю в это. Слава Статкевичу! Слава! Слава герою! Живе Беларусь! Живе вільно! Слава нации! Смерть ворогам! Слава! Я